Информационная программа «Вести Кудымкар» Велиштиангат, студия Андрей Батуева, Бур Рыд Талн выпускан. Хирург Алексей Калин Кудымкарын Оштиса мемориальный пыв. Театральная студия Лики Велиш Эктомет талантливый езас. Кычам шогыт тишен вешката чага. Кудымкарын тычана мордла, гыджет нима хирургла Оштиса мемориальный пыв. Компермятская окружная больница дынна ытлана неокшиса общественность юралищез, вешкатищез и округищ олищез. Повод ушисмет тычана да важной. Быдынны слоктиса копырчины да буркы везен каштывны ен биомортас. Хирург-травматологас Алексей Иванович Калинас. Году примерно в 1983 в Егоровском сельском совете на территории произошла страшная авария, в результате которой пострадали 13 детей разного возраста, и некоторые из них были, конечно, в критическом страшном состоянии. Одному из них, Николаю Бразгину, перебило весь таз, и Алексей Иванович Калин собрал таз этого человека буквально по косточкам. В настоящее время Николай Браздын ведет полноценную жизнь, и он выбрал профессию медицинского работника. Я думаю, что таких историй в биографии Алексея Ивановича Калина тысячи. И то, что вот сегодня по зову души на это мероприятие пришли огромное количество людей, это говорит о том, что память о человеке жива. Алексей Калин четисвиль олан неотик сотня мортла. Сия оперируйтесь и вешкатись унашек это шугалиш мортас. Когда свитгоча унажек уджалась Компермятская окружная больница, главный хирург-травматологан. Алексей Калин лечитис РСФСР, заслуженный врач лишь почетное звание. Талантливый врачлан успехез, остада лыдипом. Пока нет и будет ли нет таких людей, которые были бы признаны почетными гражданами сразу и города Кудымкара, и Кудымкарского района. И вот это признание, оно в принципе говорит обо всем, чего достиг Калин Алексей Иванович. Я думаю, что мы сегодня все собрались для того, чтобы почтить его память и чтобы эта память сохранялась дальше, потому что такие люди – это наша гордость. Историческое мероприятие актис не только вешкатишличка легайзас, но и уна неякинла отцал из гора нима хирург. Не Компермятская окружная больница лансдание вылын торжественно оштиса Алексей Калин лакожналом памятный пыв. Это событие слой из округищ олищещань, да благодарный пациент ищань признанен. Он был действительно уникальным человеком. Он мог работать без каких-то там, без перерывов. Мог выезжать в любой уголок Компермятского округа. Он никому не отказывал, никогда ни в каких приемах, в операциях. Мог любого принять, всегда с теплой душой, с распростертыми объятиями. Он был действительно человек, у которого были золотые руки. Всегда мог дать добрый совет, был хорошим наставником и учителем для нас. Великий хирург Мунис Оланыч 2016 года, но память целыш Кудымкарын и округан Ола Пыр. Уна отир благодарность Алексей Калинла и виджена тедвилн медбурмоггез, кадна суджетис ен биоморт. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Эта неделя вылан Кудымкарын чулалась пачкат учения и чулатисне Кудымкариш пожарная служба. Квайдас какът пожарной части подразделению из Шижимдас какът пожарной части Антория Пост и Отланыкаджа Кудымкарский район Белойской вид снюлет пожарное подразделению, да муниципальная пожарная охрана термашин щекот черти какët степеня пожарвала, а не с чем кулакусатно полетел на здание, когда бы достал у него условия щерти зев пожароопасный. Объект третьей степени огнестойкости, все перегородки, перекрытия у него деревянные, оштукатуренные. То есть в случае возгорания на данном объекте сложность будет заключаться в том, что пожар будет распространяться вот по этим пустотам, которые находятся между оштукатуренными стенами, то есть и гореть вот эти деревянные перегородки, перекрытия, что зачастую из опыта работы, значит, сложно локализовать в маленьких размерах такой пожар, если он будет запущен.
Буршто они это здание он ужал исчезло иджит угроза извыв. Объект вылын мунисов контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение из. Пожар вылы условный. Но штаныкат пожарное подразделение изло вылы некор. Не уджалися с чем же бою, как и джибыльный с чем коста. Пожар коста полиция лан здание он вермиса было стоща унажек морд. Сичкич это не только сотрудники, но и гражданский морд изда заключенные из. БДС это пыртис пожарный злан уджа, ащис коррективиз. Условное возгорание на втором этаже в одном из служебных кабинетов. Значит, в здании остались у нас люди, которые самостоятельно не смогли эвакуироваться. Подразделениями Федеральной противопожарной службы личным составом проведено спасение данных людей, значит, 3 способами. Значит, спасение первое осуществлялось по автолестнице с 3-го этажа, значит, второе спасение осуществлялось второго пострадавшего звеном ГЗДС при помощи спасустройства, спасательного устройства. И третий из актового зала, значит, пострадавший у нас, условный пострадавший спасен при помощи 3-коленной лестницы. Условный пожар кусылися куемдаща у нажек морд. Уджалися почти БДС пожарной машиной, а подразделению злоноперативной УДШРН щини с учебной группа. Контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение из выло локтис округиш пожарный из. Медбовелетчину уджавны этчем объекты щерти. Кыч торьячис юралыш, они пожарные из БДС кериса вылын бал выло. Задачи федеральные подразделения гарнизона пожарной охраны справились. Значит, думаю, что на оценку хорошо. Главная задача спасения людей у нас выполнена, и очаг локализован и ликвидирован в минимальных размерах. Этим учением пыраны пожарный часть уджалан плана и чулотные пожароопасные объекты звылын подразделению злан колана мог. Надежда Пушкина, Ирина Батуева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Москва началась национальная литература фестиваль. Это уджит мероприятие вылоком пермяцкой гижищищень. Шогми светлын Елена Кончналан. Национальная литература фестиваль был накшили соуна гижищез вид уджалан лунчулалиса пыдын учсайын. Гижищез вот куим дас ща унажик регионыч виджиса кыв. Буд гижишла был еще там кад. Вели это кадес вид луныс будас кожналом национальной литературала. Коми пермяк язылыш, оланы силыш, миян парма илыш, миян гижище силыш, вишташи ме. Тоже кадес велич этому час мумда ме шорнити кадес тырма и вишташны, и кадес тырма и мучавны, велисами нам слайдез, ме вишташи новинки язылыш, виль книги язылыш, когда миян петис света 16 года, 2016 года, когда петис тавани книги языс, новинки языс, качуша, вишташи книжки малышки, серия книжковки язылыш мучали, книжки язы классики, змеян кукямыс книга петис света. Елена Кончна тецет из книга из слайдес отцетен лудет из ковбор из компермятской и рочка везвылен. Очлан пондас мунна антология вылен пачкат удж. Это елиш сиджи пасиса фестиваль вылен. Мододж антология, когда сиджи пети света и вели презентация сылен. Это фестиваль вылен. Это челятилен литература антология. Миян гижищеслан пуриса вид гижишлан. Сече произведение из Пуриса, мегат атлан Виктор Васильевич Рычков, Ланыша Пурис, Пурис Людмила Петровна Гуляева, рассказ здесь Пуриса и этот Виктор Васильевич Ковбур из Пуриса, сече Миян Вера Петровна Мелехина, Надежда Александровна Мальцева, когда он петис не важен челять понда сборник, сылан Пуриса сече рассказ здесь. Пондачис учку имат антология вылн. Это проза, виштез. И сече пыраса быд народочку им авторлан удж. Только рочка вылн. Миян пыраса Семен Алексеевич Федосеевлан рассказ здесь. Это как рассказан. Федор Степанович Истоминлан пыраса миян рассказ здесь. И Людмила Алексеевна Никитиналан. Театральная студия Лики Велич примет мед талантливой да одаренной челядес. Кучам мастерство он и кужа мезан дивуйте на смотре с Коста. Ведет с минам коллега Дмитрий Буланов. В детской студии Лики идут усиленные репетиции. Молодые актеры готовятся к первому большому выступлению. Свое мастерство покажут на международном благотворительном фестивале «Россия. Территория согласия», который пройдет в Москве.
слову, это первая гастроль юных актеров. Завоевывать любовь столичной публики гостей фестиваля будут национальными танцами, игрой на полянах, а гвоздем программы станет песня на коми-пермяцком языке «Чик-чок». Чик-чок — это как бы, просто коми-пермяцкий шаг, как походим, мы весело потанцуем, весело покричим и весело посвистим. Среди участников фестиваля гости из Абхазии, Удмуртии, Армении, Азербайджана, Осетии, Греции, Испании, Израиля. Попасть на фестиваль непросто. Для этого коллективы проходили конкурсный отбор. Сколько детей задействовано? 18 детей. Оплачивает все принимающая сторона, переживание, питание. Единственное, что проезд оплачивают родители. Участники фестиваля познают актерское мастерство всего год, а уже выступают в столице. С Пермского края студия «Лики» – единственный участник. И несмотря на то, что пока речи о призовых местах не идет, но, как отмечают организаторы, это хорошая возможность показать себя уже на российском уровне. Организаторы фестиваля в данный момент не говорят нам о том, что будет какой-то конкурсный отбор в рамках данного мероприятия, но я надеюсь, что наши дети займут какое-нибудь призовое место, если данный конкурс будет внутри фестиваля. А если нет, я желаю только одно нашим детям — это увидеть город Москва и, конечно же, познакомиться с детьми из разных стран, которые занимаются таким же творчеством, как и наши дети. Организм лучит польза щета и вещката шогет тещань чага. Чаг, когда быдма пувылын. Это быдмаслом полезное свойство, зилищ тадиса минам коллега из. Вот на таких стройных красивых березках чагу не найти, поэтому Людмила Дмитриевна присматривается к старым и поломанным. Для дерева гриб – болезнь, а человеку приносит пользу. Чагу в Кудымкаре не собирают специально, только в придачу к ягодам или грибам. Когда набирается приличное количество, начинают принимать. Чагу готовили двумя способами. Или настаивали на спирту, это недели 2 настаиваешь, а потом пьешь по чайной ложке. А второй способ, это называется чайный гриб, пьешь как простой чай. Середина осени, кстати, самая подходящая пора для сбора чаги. Дмитрий делает это чуть ли не в промышленных масштабах. Делить гриб на фракции по степени полезности – его ноу-хау. Говорят, самая полезная часть чаги – это вот эта верхняя черная. Но чтобы получить хотя бы 100 граммов, нужно переработать целый мешок грибов. Сам Дмитрий утверждает, гриб помог забыть о боли в животе, укрепил иммунитет. При этом приготовить чагу совсем несложно. Пить до еды желательно по стакану 3 раза в день. Это курс в течение месяца. В социальных сетях я находил людей, которые прямо пишут, что вплоть до 4-й стадии рака, то есть от 4-й стадии рака излечивались люди. Ученые относятся к чудодейственным свойствам чаги со здоровым скепсисом. В грибах действительно содержатся полезные элементы – пигменты, кислоты, полисахариды. Лучше всего они справляются с воспалениями в желудочно-кишечном тракте, облегчая боль. Достоверных данных о том, что он может излечить рак, нет. Но данные, скажем так, от простых людей, что он им реально помогал, они есть. Клинические испытания – это не доказано и не проверено. Самым ценным свойством чаги специалисты называют его безвредность. Даже если ничего и не вылечит, то, по крайней мере, не навредит. Цена на рынке от 400 рублей за килограмм. Данил Гусельников, Дмитрий Буланов, Александр Сигалаев и Денис Дульцев. Вести, Пермь. Это был менталум БДС, велич панташам ашин асов нас БДС бурса аджишлтадж.